Память о них не сотрет даже время. Настоящие герои, чьи подвиги переломили ход истории, оставили светлую память в сердцах миллионов людей. Герои Советского Союза, Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы – это в наши дни до Октябрьской революции чествовали именно георгиевских кавалеров. Памятная дата в истории современной России была установлена 25 января 2007 года. В разные годы звание Героев Советского Союза было присвоено 6 чеченцам, а среди них уроженец села Старая Таги Ирисхан Алиев. Генерала от артиллерии Ирисхан Алиев, который участвовал в русско-турецкой войне 1878-80-х годов, также участвовал в русско-японской войне 1905 года. Будучи выпускником школы курсантов, он проявил такие качества командира артиллерийской батареи, которому в то время завидовали даже бывалые боевые офицеры. В 1996 году участникам Великой Отечественной войны Канте Абдурахманову, Магомеду Узуеву и Влади Умарову посмертно присвоили звание Героев России. Всего этой награду удостоены 18 чеченцев. Ветераны войн, участники боевых операций, миротворцы. Памятная дата объединила героев прошлого и настоящего. Эту связующую нить Хайда Наркаева и не теряет спустя годы. Ее дядя Гихой Наркаев служил в городе Ломжа, Западной Белоруссии. Чеченца-разведчика ранили в 1944 году, из-за чего пришлось ампутировать ногу. Затем ссылка в Казахстан, и только после указа о реабилитации и возвращении на родину награда нашла своего героя. Гихо вручили заслуженный орден славы. Очень сильный, волевой, человек своего слова. Все, кто его знает, знают только с положительной стороны, порядочность его. Ценой собственной жизни они спасают сотни людей. Вклад в развитие страны неоценим. Именно об этом вкладе рассказывают современному поколению. История праздника ведет к важному историческому событию. Екатерина II учредила орден Святого Георгия. Воспитание чувства патриотизма, воспитывание навыков о своей истории, о истории Российской Федерации, о истории своего народа, своего края и так далее. История и культура, они как бы взаимосвязаны. Герои России – люди чести и достоинства, мужества и благородства, доблести и отваги, патриоты государства и достояния страны. Таким был и первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Я стал на путь спасения своего народа. И я не сомневаюсь, абсолютно никогда, если бы я сомневался бы, я бы не мог бы идти по этому пути. Я не сомневаюсь, что победа будет за нами. Пусть даже меня не станет. В 2004 году высокой чести был удостоен Рамзан Кадыров. С юных лет он всегда был рядом с отцом и внимательно следил за тем, как Ахмад Хаджи решал сложные задачи, умел находить общий язык с каждым. После трагической гибели отца Рамзан Кадыров продолжит его дело и докажет всему миру: чеченский народ верен своему государству и его национальному лидеру. Это отец, который вывел свой народ из состояния такого мрака. Истинный отец нации Ахмад Хаджи Кадыров. Я вижу его как человека отдельно стоящего от всех процессов, человека над процессами, над историей, человека, который настолько велик, как и настолько прост. А о человеке живом, человеке, который совершенно пронзительно проникся словами собственного отца, когда к нему каждый раз, с каждым подвигом своего отца, с каждым государственным решением, которое он принимал, с каждым словом, с каждой проповедью. Вот Рамзан Ахматович тогда и сформировался как человек, который способен взять этот груз. Среди героев современности и председатель парламента Магомед Даудов. За мужество и героизм, проявленный при исполнении служебного долга, ему было присвоено звание Героя России. В 2010 году это звание заслужил и командир полка патрульно-постовой службы полиции специального назначения имени Ахмад Хаджи Кадырова Вахид Усмаев. На его счету 6000 операций и 500 уничтоженных боевиков. Алибек Делимханов, заместитель командира 46-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск России, также был удостоен звания Героя России в 2009 году. Первый такой вот, для гражданской мавари без погон, то есть Цунцах Дона, войсковой части ЦЛ. Именно там войсковой части. Миллион гордостью.
И сегодня поиски тех, кто отдал свои жизни во благо светлого будущего, продолжаются. Сотрудники Чеченского регионального отделения Российского военно-исторического общества тесно сотрудничают с администрацией президента России 2 военными архивами. Возможно, в скором времени мы узнаем еще о 4 героях, тех, кто выполнял самые сложные задачи и считал свою работу призванием. Левтина Бонадыкова, Хаваж Мунаев и Изель Закаев. Новости.